Сегодня участниц проекта «Татар-Кызы» ждет очередное увлекательное приключение. Вместе с маленькими жемчужинами они приехали в Кунашакский район, а гостей встречать здесь умеют. Кунашак жерінде нәни инжелер «Татар-Кызы» 2018 бәйгесін қаршы алырға. Барыбызда киініп, милләт киімләрін киіп, милләт ризыкларын пішіріп, қаршы алырға келдік. Кунашакцы свою родину искренне любят. Венера Нурудинова – личность легендарная. Практически всю свою жизнь она отдала детям. Долгие годы работала учителем в местной школе. А теперь пишет стихи, многие из которых посвящены родному району. Сиңа рәхмәтем зур, синда олы юлга җыендым. Салкын җилләр исеп, карлы яңгыр яуса, җылы куйныңа сыендым. Синдә генә булды бар рәхәтем, үзенә тартты урман, кырларың, йөрәгемә бетмәс көч бирделәр. Шишпәләрең, тургай җырларың. Конечно, в деревнях и селах к народным традициям относятся более трепетно. Поэтому именно здесь участницам 2 конкурсов предстоит воссоздать старинный обряд грачиная каша – каргабот-касы. Этот обряд проводили в татарских деревнях ранней весной. Дети с веселыми песнями и прибаутками обходили дома. Хозяйки делились с ними чем не жалко. Крупой, маслом, яйцами. Все собранное богатство шло в общий котел. На краю поля односельчане вместе готовили наваристую кашу. Не только ели сами, но и угощали грачей. На своих крыльях они должны были принести весну. Участницы конкурса «Татар-Кызы» сегодня в роли хозяек. Чтобы собрать необходимые продукты, маленькие жемчужины должны правильно ответить на все вопросы. Как по-другому называют кызы? С маленькими жемчужинами они общаются с огромным удовольствием. Для татарских женщин воспитание детей всегда было едва ли не главным смыслом жизни. И сегодня мы расскажем о педагогических традициях, которые уверенно можно назвать негласными законами татарского воспитания. Выбирая себе невесту, татарские мужчины никогда не забывали о том, что она – будущая мать их детей. И от того, как она их воспитает, зависит дальнейшая судьба всего рода. Поэтому жена должна быть не только умелой хозяйкой, но и образованной, мудрой, покладистой. Авторитет отца в татарской семье непререкаем. Даже если супруга не согласна, она никогда не будет спорить с ним при детях. Напротив, сделает все возможное для поддержки в семье взаимного уважения. Семья не сядет ужинать, пока отец не вернулся домой. Именно он будет пробовать блюдо первым, потом мама и только следом дети. В татарской семье детям запрещено вмешиваться в разговор старших и уж тем более перебивать. С юных лет они начинают помогать родителям по дому. Мальчиков учат ремонтировать и строить, девочек вести домашнее хозяйство. Детей в татарских семьях не принято баловать, но все же они растут в атмосфере ласки, любви и взаимного понимания. Об этих законах не стоит забывать и сегодня. Все продукты собраны, каша готовится, а состязания продолжаются. Шумная и дружная компания перемещается в спортивно-оздоровительный комплекс. И первое задание для татар-кызы – перебрать крупу. Жюри будет учитывать и скорость, и качество. Альбина Сиражева – один из лидеров. Опыт помог быстро достичь своей цели. Если честно, то это с детства мы этим занимались, и когда я это все делала, никого вокруг не слышала, была на своей волне, просто говорила: Альбина, у тебя все получится, все хорошо, все, давай быстрее, и поэтому как-то так быстро справилась. А теперь самая сложная и непредсказуемая часть состязаний. Звучит команда на старт, и татарочки решительно вступают в борьбу за победу.
не жалея сил и самих себя. Дисциплины хоть и шуточные, но соревнуются они всерьез. Иногда это приводит к неожиданным последствиям. Бег в мешках оказался непростым испытанием. Довольно-таки сложный, наверное, конкурс, потому что еще один за другим были все испытания, поэтому немножко было тяжеловато. Но обратите внимание на их готовность броситься друг другу на помощь. В эти минуты спортсменки словно перестают соперничать. Главное не победа и даже не участие, а дружба и взаимовыручка. Отжимания, пресс и даже баскетбол. Во всех дисциплинах участницы конкурса «Татар-Кызы» выступают успешно. Для членов жюри это стало сюрпризом. У хрупких и утонченных девушек стальная воля и твердый, как камень, характер. Бүгінгі бәйгедә кызларыбыз бик нык тырышты, бөтенесе дә. Берсендә аерып әйтеп булмый, чөнки алар һәркем үз урынында, һәркем үзенең көче белән, һәрберсе кулыннан килгәнчә бөтен көчен биреп бүген ярыштылар. Бүгенге бәйге бик матур булды, чөнки беренче тапкыр нәненҗеләребез дә, олы кызларыбыз да бөтен көчләрен биреп тырышып, үзләренең ничек спортка, үзләренең спортка алар ничек килгәннәр, шулай үзләренең сәләтләрен күрсәттеләр. Без аларның сәләтләрен күрдек әлбәттә. Ул бик матур, кайберләре бик яхшы, кайберләре әз генә булдыра алмыйлар. Шулай булуына карамастан бүген татар милли ярышлар булды. Шул милли ярышларда балаларны шул ярышлар белән таныштыру ул үзе бик зур мөһим эш. А для самих участниц этот конкурс стал еще и поводом задуматься. Возможно, теперь в их жизни будет больше места для спорта. Я с детства занималась танцами. В принципе, я думала, что я справлюсь, но ничего страшного, волнения. И я давно действительно не занималась, поэтому это было для меня такой неожиданной нагрузкой. Но, тем не менее, я получила массу положительных эмоций, и мне очень понравился этот этап. Безнең бүген спорт бәйгесе үтте, бик кызыклы булды. Милли үзебезнең татар уеннарын уйнадык. Колак белән күкәй йөреттек, шуннан капчыкта сикереп йөреттек. Шилек белән сулар ташыдык. Шуннан соң бу бәләкәйләргә дә шул ук булды, зурларга да. Бәләкәйләрдән тыш безгә тагын отжимание һәм пресс булды. Һәм баскетбол уйны. Бик кызыклы булды, ошады. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Шуның өчен хәзер җәй көне инде уйлыйм менә спорт белән шөгыльләнергә, тагы да ныграк үземә көч итәргә. Самая приятная часть этапа – церемония награждения. Почти у каждой участницы диплом за победу в одном из состязаний. Абсолютным рекордсменом стала Жанна Фаткулина. Трижды болельщики аплодировали в ее честь. Для меня здоровый образ жизни – это привычка. Поэтому я советую всем вести здоровый образ жизни, физкультуру, в привычку, и тогда вам такие конкурсы будут нипочем. Как говорится, что и требовалось доказать. Организаторы желают одного – чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждой из них. Спорт очень помогает в становлении не только характера, но и он помогает дальше в жизни. Потому что спорт всегда идет рядом. Здоровый образ жизни, спортивные упражнения, зарядка, активный образ жизни – это необходимо сейчас современному человеку. И наши татар-кызлар сегодня показали нам хорошие результаты. К этому времени и каша уже готова. В этот день переплелись и времена, и поколения. Традиции продолжаются и делают современную жизнь интереснее и богаче. Наши участницы в этом точно убедились. А в следующей программе мы расскажем о новых испытаниях, почему члены жюри и участницы конкурса не смогли сдержать слез, и разгадают ли они секреты старинного и всегда молодого искусства.